устранить демографический кризис, государство вливает средства, эффект не достигается. Что делать, и вопрос больше, что нужно убрать, чем что нужно добавить. Ну, или как вы считаете, какой баланс, значит, У меня на этот вопрос однозначно ответ нет. Что надо больше детей. Почему не рожают? Это другой вопрос. Почему, так сказать, не рожают? Это другой вопрос. Ну, конечно, главным здесь является духовное, морально-нравственное целеполагание и все, что с ним связано. Грубо говоря, если люди считают, что дети мешают жизни, если они считают, что это обуза, если они не видят в этом смыслов, распространяющихся за пределы индивидуальных их индивидуальных потребностей, то вы какие условия не создавайте, не рожать не будете. Если человек убежден, что он живет один раз для себя, то ему надо успеть, получить все от жизни по максимуму, то вы ему хоть вокруг него дворец построите из мрамора, а он тоже не будет делать, потому что не понимает смысл жертвы собой. То есть для того, чтобы заводить семью и рожать детей, надо значительно многим в своей жизни пожертвовать. Если идея жертвования ради чего-то более значимого уходит из головы человека, или там где-то не появляется, то я вас уверен, какие материальные условия, скорее всего, не помогут. Вы ему что хотите создать, какой-то молочный берега, а он с вами будет делать. Потому что уверен, что можно жить для другого. Вопрос цели жизни и смысл жизни. Это банальная вещь, я думаю, что никакими финансовыми программами вы это не измените. Вам будут говорить, что надо туда еще денег дать, туда еще денег дать. Ну, а если человек не хочет, он считает, что это сложно, трудно, неинтересно, применительно, вообще опасно, он не будет этого делать. Поэтому, конечно, вопрос духовного роста над собой, они являются главными. Но есть ли какая-то перспектива быстрого прорыва здесь? Ну, конечно, нет. Просто невозможно. Тогда приходится говорить действительно о каких-то социально-экономических моделях, которые не решат эту проблему полностью, но, по крайней мере, будут создавать какую-то рамку, которая будет означать более позитивную тенденцию. Вот об этом нужно говорить. Можно говорить о том, что может быть как-то затормозить сокращение количества населения и как-нибудь простимулировать позитивную тенденцию, но не надеясь на то, что все будет решено в одночасье. Честно говоря, я не вижу, к сожалению, перспектив каких-то радикальных перемен в этом отношении в этом вопросе. Хотя, конечно, это не означает, что мы даже не можем. Но если говорить о социально-экономических вещах, тут мало каких-то отдельных проектов, мало каких-то отдельных программ. Я считаю, что в целом страна подошла к тому моменту, когда необходимо вообще обсудить в целом социально-экономическую концепцию ее развития. Вот не знаю почему, он говорит, в других местах можно, в других местах получается. В других местах может это получается, у нас не получается. У нас доминирование либерально-рыночного подхода приводит к тотальной деградации не только там нравов, но и тотальной деградации экономики, населения и прочее. Это Достоевский говорил, русский человек без Бога дрянь. Может быть, любой человек без Бога дрянь, я не знаю. Вот. Но вот действительно это, мне кажется, местами подтверждается. В каком смысле? В таком смысле, что у нас такое впечатление, что мы после распадки Советского Союза, мы и из него взяли все самое плохое, и из того, что было на внешнем плане, тоже взяли все самое плохое, и из этих двух плохих вещей дальше что-то самое. Так получается. Может быть, в этом какая-то судьба историческая, я не знаю, здесь надо покопаться. Но выходит очень простая вещь. Выходит такая вещь, что на самом деле в логике либерального рынка, если честно, большое население в России вообще не нужно. Оно не нужно. Мы здесь, так сказать, себя обсуждаем, демографию. А зачем оно нужно? Для чего? Зачем эти люди не нужны? В логике коммерческих проектов эти люди не нужны. Более того, они являются лишними. Зачем развивать регионы, которые не приносят дохода? Зачем, так сказать, нужны города и веси, которые не приносят прибыли, которые неинтересны только для чего? А если они не вкладываются в коммерческую схему, они не нужны. Поэтому вот давайте больше будет людей, давайте больше будет детей. Давайте. Но с точки зрения коммерческого проекта, на самом деле, все это бессмысленно. Поэтому, если Россия управляет как бизнес-проектом, население вообще
вообще не очень нужно. Даже то, которое есть, оно не очень нужно. Оно просто не нужно. Все. Поэтому, так сказать, появляется программа кластерного развития. Давайте всех сгоним в 20 кластеров. До этого говорили про 6 кластеров. Давайте всех сгоним в крупных городах, потому что здесь что? Здесь можно, меньше тратиться на инфраструктуру, потому что она уже есть, и больше легче зарабатывать деньги, потому что вот весь покупатель весь здесь. Но вот здесь бизнесу легче с этим работать. Там на территории просто есть скажем, там, полезные ископаемые и так далее. Говорят, а вот в других странах почему-то получается не так. Я не знаю, почему там получается не так, кстати говоря, это тоже метод идеализации, но у нас получается вот так. Может быть, в этом есть какой-то, скажем, некий изъян в нашей исторической, так сказать, судьбе или еще в чем-то. Ну, у нас вот получается вот так. Да? Мы вот так вот это дело все в себе переработали вот в такую абсолютно бесчеловечную схему. Вывод какой? Вывод такой, что страна нуждается в другой социально-экономической концепции развития. Наверное, она должна быть компромиссной. Наверное, здесь, кроме коммерческого целеполагания, кроме целеполагания роста благосостояния и прочее, должна появиться какая-то другая, более высокая цель. Она должна быть продекларирована, она должна быть артикулирована, она должна быть подтверждена некими, так сказать, конкретными шагами. Потому что вот даже, посмотрите, у нас вся дискуссия между властью и оппозицией, она в чем заключается? И власть и оппозиция говорит только про деньги. Вот оппозиция от власти, ну в чем заключается на самом деле? Говорит, не туда деньги, не так направили. Вот говорит, не туда, не так. То есть все только про деньги. Коррупция, что такое? Коррупция тоже неправильное распределение денег. Но с точки зрения денег, вот эти деньги и прочее, это вообще, так сказать, к тому, о чем мы говорим, никакого отношения не имеет. С точки зрения денег, на самом деле, надо и дальше уменьшать количество населения. Потому что, на самом деле, более эффективная коммерческая система будет работать при меньшем количестве людей. Можно ли будет удерживать при таком подходе территории? Да? Это другой вопрос. На самом деле, мне кажется, наше государство и общество, и власть находятся в состоянии внутренней шизофрении в плане раздвоения. Одна рука делает одно, другая делает другое. Одна рука говорит, так сказать, говорит, вот нужна программа по демографии, давайте вкладывать сюда деньги. А другая рука инициирует соответствующие законопроекты и на самом деле стимулирует исключительно коммерческую составляющую. Голова у них одна или разная? Вот вопрос. Вопрос в том, что у этих вот двух рук у них голова одна или много разных голов. Вот проблема в том числе в этой голове находится. Да? Потому что для того, чтобы более гармоничное целеполагание для себя выстроить, надо понять, что мы сейчас тратим ресурсы, иногда просто палим, да, в пустоту. В том числе противоречия сами себе. Эти цели сами себе противоречат. Например, никто не будет нам спорить, да, и вот президент или какая главная цель – рост благосостояния. Я могу сказать, что рост благосостояния тоже обеспечивается гораздо легче, чем меньше населения. Чем меньше населения, тем легче обеспечить рост благосостояния. Чем больше населения, тем больше проблем будет с ростом благосостояния. На мой личный взгляд, это, конечно, крайне сложно может применить к жизни и прочее. Вот у России и у русских, и у всех народов населяющих такая судьба, что рост благосостояния, цель, нам противопоказан. Мы в этой ситуации начинаем исчезать, начинаем друг друга есть, убивать, грабить, да, и расползаться в разные стороны. И расползаться в разные... Нет, это не надо, это нас. Вот вы так хорошо устроились. Вы такие, как бы, мы сами по себе очень хорошие, а вот вокруг нас, значит, собрались там сионисты, значит, американцы, все вот они. А вы-то что? Вот мы что? Мы какой выбор делали конкретно? Какой конкретный выбор? Конкретный выбор, на самом деле, тоже очень сомнительный. В том числе и у тех людей, которые называют себя простыми. Здесь, на самом деле, ситуация следующая. Все эти программы по поводу роста народного населения, они, к сожалению, да, в том числе, будут связаны с определенными проблемами обеспечения вот этой цели обеспечения роста благосостояния. Здесь мы возвращаемся, на самом деле, к религиозной подоплеке всех вещей. Да? Что без определенного самоограничения, местами даже самопожертвования, более высоких целей, чем, так сказать, вкусная еда, добиться невозможно. 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 Вот и все. А наше общество, если оно этого не принимает, и занято только вопросами денег, благосостояния и прочее, обречено на вымирание. Обречено на то, что оно будет все меньше, меньше и меньше и меньше. Не надо показывать никакие
это Америка. Понимаешь, что Америка основной рост населения за счет миграции. Латиноамериканские страны. Просто повезло, что это как бы латиноамериканцы. Вот, они, скажем, католики, да, как бы, вот, и относительно перемешаны с испанцами и прочее. И то они, американцы, говорят, что это большая проблема. А вас, белых, они здесь становятся все меньше и меньше, не умирают. Почему? Вот по тем самым причинам. Такие дела. Поэтому здесь, на мой взгляд, переосмысление себя, в том числе обществом, бесконечное перекладывание все на неких, так сказать, масонов, сионистов, как бы, американцев и прочее, это эти вещи можно анализировать. Здесь, несомненно, есть какая-то объективная составляющая. Но бесконечно перекладывание, в смысле, патриотическим сообществом на них вины непродуктивно. Это первое, второе, да? А на самом деле, само общество находится в таком духовном состоянии, когда ему ничего не предложили, оно все будет недовольно. И третье. Социально-экономическая концепция, они должны меняться. Последнее, да, на мой взгляд, назрело совершенно очевидно, и я надеюсь, что, может быть, транзитные моменты, вот, с точки зрения там, передачи власти, перехода власти, чисто логически составят, может быть, на эти темы подумать в случае нашей власти, ну, как бы, более предметно. Это практика, что я хотел сказать. А последнее, по поводу, в прошлый раз я был на общественном обсуждении законопроекта семейного бытового насилия, который сейчас появился законопроект. Я знаю, что многие как бы, там, много ломаются копии, в том числе сторонники этого проекта, ну как же, вот насилие все-таки там есть, конечно, есть. Вот избивают людей, там, детей, ну конечно, надо ли с этим работать, надо ли об этом думать? Надо, конечно, надо. Но я просто здесь таких нет, я думаю, сторонников законопроекта, но тем не менее, способ, да, этих сторонников. Если бы вы хотели действительно достичь благих целей, тогда само по себе работа над законопроектом, его обсуждение было организовано совершенно по-другому. Надо было привлечь максимально широкие заинтересованные силы, лица, групп, организации, а не пытаться сделать все это втихаря, каким-то очень ограниченным, так сказать, этим самым клубом этих рублевских жен и иностранных агентов, как бы, из числа разных инкомов. Если бы вы с самого начала, да, пошли по другому пути, более открытому, более широкому, привлечению людей, которые живут здесь, в стране, не которые постоянно на выходные мотаются в Европу и Америку, может быть, и не было бы такого возмущения по этому поводу, такого напряжения. Зачем создавать напряжение на пустом месте? Если бы с технической точки зрения процесс был организован по-другому, глядишь, все бы, может быть, и вырвалось в итоге на нахождение действительно оптимального компромисса. Потому что если ситуация, если необходимость бороться с ними, да, есть, с одной стороны, а с другой стороны, есть совершенно очевидный неадекватный подход к этой проблеме. Поэтому все их усилия, да, они будут порождать возмущение. Я считаю, что это возмущение совершенно справедливое, и что касается лично меня, то, что могу, буду делать и на радио, и везде, где есть возможность, на телевидении и так далее. Все, Освещаете вот так, да, вот этот вопрос, и вы действительно делаете все там и на телевидении, и на радио, это огромная благодарность, но вот сегодня, точнее вчера, Министерство здравоохранения, вышло, внесло проект Минздрав, внес проект федерального закона о запрете распространения недостоверной информации и профилактике и лечения ВИЧ-инфекции с синдромом приобретенного иммунного дефицита. Ну, суть следующая, что нельзя препятствовать информационной и еще какой-то там профилактике ВИЧ. Да? Секс-просвет, так называемый, да, который мы говорим, это и есть профилактика ВИЧ. То есть, по сути, если этот закон сейчас будет принят, то это будет запрет на, в смысле, это будет секс-просвет. А препятствовать вы этому не сможете, потому что это профилактическая мера ВИЧ. Вот как бы у нас вот опять новый праздник, говорит. Ну, вот. И мы сейчас рассматриваем это в сфере демографического роста, то есть секс-просвет и рождаемость. А соответственно, демография есть какая-то связь? Связь очевидная, вопрос исторический, понятно, что. Но я могу что сказать, вся жизнь есть борьба. А вы думаете, что нас просто оставят в покое? Нет, конечно, не оставят, поэтому мы здесь собираемся, там, припыхаться пытаемся. Вообще Россия, она живет не благодаря алгоритму. Мне кажется, скажем, более понятно, геополитические стезя. Я считаю, что, например, скажем, неприязнь к нам со стороны многих стран и сил на Западе, она заключается в том, что в их логике нас давно не должно было быть.
сегодня переломали, она опять каким-то образом возрождается. Вот. Но понятно, что этот процесс, он, видимо, будет продолжаться вечно. Да? Поэтому здесь у нас в стране существует совершенно очевидная линия борьбы. Ну, вот, будем по мере сил бороться. Что касается всех этих спецпроспектов, ну, совершенно очевидно, кстати, как это дало, какие результаты дает там, в тех же Штатах и Европе, все прекрасно знают. И я помню, когда вот еще в конце 80-х, 90-х, в начале 90-х, вся эта вот подяга началась, вот сейчас вы говорите, они говорят про ВИЧ, а тогда знаете, что они говорили? Они говорили, что, знаете, вот будет меньше преступлений на сексуальной почве. Их станет меньше, потому что мы просто расскажем, как это надо. А итог взрывной рост криминала на сексуальной почве. Взрывной рост. Вот. Если сравнивать, там, скажем, там, с тем же советским временем, там, если говорить про советское время, взрывной рост. Почему? Потому что в головы этих детей, если то, что и не надо туда носить, по крайней мере, не надо носить в таком виде. Но это, опять же, бачу сидели, но наверное, гораздо понятнее, но как бы, с моей точки зрения, там, но это, если хотите, стремление этих инфернальных сил, ну, как бы, спокойно детей. Дети, вообще, вопрос дети, да, дети раздражают. Раздражают своей чистотой. Раздражают тем, что они не такие еще грязные, как вы. Поэтому они раздражают тем, что они, вот, так сказать, как-то наивно что-то честно понимают. Надо заразить их этим. Надо ли сделать так, чтобы они не рождались, а те, которые родились, надо уже заразить его собственной грязью. Собственной грязью, свою собственную грязь, в нас, в мне, там, прочее. Вот надо этих людям, надо надеть их людей, надо одевать, а оттуда вот эти все бесконечные конкурсы, когда их переодевают во взрослых, выставляют как взрослых кривлян. Это такая скрытая какая-то педофилия. Понимаете? Вот я хочу, вот, чтобы вот они дети, они своей, так сказать, чистотой и наивностью, на самом деле, бросают вызов моей собственной внутренней грязи. Что надо сделать? Если я убить их не могу, так сказать, я их, значит, оборью своей грязью. Заставлю их матом ругаться, заставлю, так сказать, заниматься секс-просветом, заставлю их кривляться как взрослых. И все такое прочее. Это перенесение своего собственного мрака на эти еще более-менее светлые образы, потому что светлый образ всегда хорошо. Хочется себя любимым, считать хорошим. А как себя считать хорошим? Так, чтобы все вокруг было хуже тебя. Или, по крайней мере, таким же, как ты. Поэтому, другое дело, что люди это могут не осознавать. А многие не осознают. Но те, кто осознают, пользуются теми, кто этого не осознает. Дураков навал. Евгений Александрович, спасибо большое. Надеюсь, что... Сейчас, одну секундочку. Надеюсь, что вы поддержите нас и вот, со своей стороны в этой борьбе против секс-просвета. Вот. И если что-то будет новенькое, мы обязательно сообщим. Да, вы хотели вопрос? Идет по пути, описанному апокалипсисе. Поэтому, не знаю, кто там был тогда комитет, или когда меморандум. Все эти комитеты меморандумы просто составная часть вот этого движения. Наше дело, это как тормозить, это ногой пролетая туда замыкать. Вот, собственно говоря, а там уж Киссинджер, Мишинджер, еще кто-то, ну это исторические эпохи меняются фамилии, а смысл процесса остается таким. Это действующие лица, фигуранты, механизмы, да, они могут меняться. Но я еще раз говорю, я вот серьезно глубоко убежден, что у меня такая ситуация, что меня ругают и слева, и справа. Патриоты считают, что достаточно патриотичным, либералы считают, что это патриотический подонок, и так далее, и так далее. Русский фашист и прочее. Но теми другими не является. Ну тут вот какая штука, ну понятно, ну Киссинджер, ну все такое прочее. Но понимаете, ну вот конкретный человек, конкретный взрослый русский человек, который посылает свою жену на аборт. Ну никто его не заставляет, никакой Киссинджер не заставляет его это делать. Никакой Киссинджер, никакие масоны не заставляют. Да, они могут создавать соответствующую для этого информационную среду, но башка-то есть на голове. И никто не заставляет бухать до потери пульса, понимаете? И никто не заставляет героин пускать по вене. Ну никто не заставляет. Никакой, так сказать, масон не придет к вам домой и не скажет, давай, так сказать, это самое. Понимаете, нет? Поэтому это все правильно, комитеты, шмамитеты и все прочее, прочее. Но пока сам человек для себя не примет решение и не начнет свою жизнь, так сказать, менять, ничего не изменится. Наш конкретный, вот здесь русский, российский человек, здесь,
Ничего специального, особенного для этого на самом деле не нужно. Нужно говорить. Нужна вера, вера нужна. В Бога, истинная, живая вера в Бога. Верно, Святая вера в Бога. Молодец. Божественный закон воплотить в своей жизни. Вот, вы с ним согласны полностью. Да. Ну, я же когда зачем ты, так сказать, свою жену на аборт послал? А авторитет есть уже. Да. Ну, знаете, многие посылают. Иначе как бы не взялось бы ниоткуда миллион с лишним русских детей. Не сказки. Не сказки. Посылают еще как? Заставляют. Заставляют. А что касается женщин, хорошо, ее не посылают, она сама. Она сама пошла. Создали такие условия, что человека гонит. Во-первых, кто это вы? Это раз. Вы же Не надо перебивать, потому что я не припишу. впечатляете, вы говорите, что человек Молодец. Давайте уважать. Это не ток-шоу. Будьте любезны, записать ребята, Вон ток-шоу, я вас перепишу. Это только у вас нет ток-шоу. Я вам еще раз говорю. А прения будут? Не бывает такого, чтобы не бывает Может... такого, чтобы человек сложил ответственность с себя. Есть ли внешние обстоятельства? Да, есть. Можно ли все на них прикладывать? Нет, невозможно. Вот и все. Вот и все. Когда вы занимаетесь тем, что вот есть внешние силы, а до тех пор, пока они будут, я делать ничего не буду, вы им помогаете. Вот и все. Поэтому и то, и другое имеет смысл. Если мне дадут слово, вы меня фотографируете? Это извечный вопрос, насколько там можно повлиять, то есть баланс субъективных и объективных обстоятельств, да, то есть волю, Господь не ограничит волю человека, но насколько возможно, человек должен сам себя контролировать. Тут вопрос, кто больше виноват внутренний. Бог дал свободу всем абсолютно. И сатанисту, и святому. У нас некоторые пираты, некоторые разбойники, а некоторые святые. Некоторые 16 угрожают, а некоторые нет одного. Некоторые пьют, некоторые не пьют. Некоторые жжет на руках, на другие их переведут на цепи. Да. Мы должны, конечно, обращаться к своему внутреннему «я» и не снимать с себя ответственность действительно за наши Самый грехи. главный враг на свете, друзья мои, я, собственно, я. Да. Я препятствую всему. Понимаете? Вот с себя начинать надо, с себя начинать надо. Конечно, мы вас слушаем иногда, когда иногда вы смотрите телевизор, потому что его смотреть всегда это много чести на телевизоре. А вот, ну, мне кажется, вы не сказали главное, вы обращаетесь к людям, которые, я думаю, принесли свою жертву для русской жизни, русской культуры, которые сюда шли. Я, например, пишу сердечный план. 5 книг из коллеги гонорара. Самых важных книг, которые я написала в жизни. Ну, я думаю, каждый может сказать, что не нам это пишет, что ты мог что-то сделать. Я думаю, что собрались те, кому есть что сказать, что делать, но нас это не наши никогда не говорят. Не наше, ваше, не ваше, а их, да? А вот мне кажется, мне назвали главную причину. Причина стоит в чудовищной денационализации русского народа, которая происходит с 1915 года, и она остается. И пока у нас будет денационализация, пока мы будем воспитывать абстрактную личность, понимаете, некую личность, которая за нечто должна отвечать, нет абстрактного себе человека. Поэтому толерантность у нас буксует, у нас много что буксует. И поэтому я думаю, пока вот это не будет освещено и русские не пройдут школу национальной культуры, национального образования, не будет поставлен вопрос, все это уже решено было в 19 веке. Понимаете, все вопросы решены. И естественно, что национальное просветляется христианство. Все. А поскольку у нас нет возможности публично об этом говорить, понимаете, и мы по-прежнему в Конституции говорим, что у нас многонациональное государство, мы ничего вообще никуда не сдвинулись. У нас государство русской нации, но русскую нацию создает полиэтническое основание ее. И полиэтнизм наших народов только укрепляет наше представление о русской нации. Это не понимает ни в Министерстве культуры, ни в законодателе, а я участвовала в ряде законопроектов о культуре, да? А это вообще люди не понимают, но чудовищная неграмотность. И я думаю, что все, что вы сказали, было очень актуально для чиновников, а не тех гуманитариев, которые живут в режиме ежедневного подвига, начиная с 19
проблема. Нам не Я надо. обращаюсь не конкретно к вам, обсуждаю проблему. Вот и всё. Если вы считаете лидером общественного мнения, то вы должны это иметь в виду. А вот это, знаете, перекидывание на какие-то какашники, да? Вот вы такие, мы герои, вы нам зачем-то говорите. Я вас не перебивал, я вас не перебивал, вы не по существу мне сказали, потому что это не ко мне вопрос. Это первое. Второе. Вы просто обиделись на то, что я здесь сказал не то, что вы хотели услышать. Неправда. Вот неправда. Именно правда. Вы, так сказать, вы совершаете подвиг. Ну, прекрасно, я вас уважаю за это, хотя я не знаю. Вот. Что касается 17-го года, опять же, вот у нас 17-го года, а 17-го года, так сказать, где был народ, не был действующим лицом всего, что происходило. И правильно сказал, что самое главное, есть апокалиптический процесс, апокалиптический, да, его выражение в разные эпохи может быть разным. Сейчас оно вот такое. Вот и все. В 17 году было такое. Что это от меня? Какую главную учили?